Валикум салам. Кстати, Мага Магаю, знаешь что? Я выделил твой вопрос по поводу, вот сейчас я зачитаю, в 1999 году на Терском хребте с двумя танками были наши ребята. Из чьей группы ты в курсе? Ну, то, что я знаю, там был Хатаб и... Сейчас я скажу. Ну, там мои пару родственников тоже были. Бакуев Бауди, да. Бакуев Бауди. Вот. И как мы знаем, Вторая война в 1999 году началась не то что на Терском хребте, а еще в Наурском районе, то есть за Тереком. Вот и наш президент это подчеркивал, я помню в своем интервью, что Вторая война вот началась, можно сказать, с подступа. Ну, он это говорил потому, что там нет ни лесов, ни скал, можно сказать, чистые поля, чистые горы, невысокие горы, то есть негде спрятаться, укрыться. Вот. Но Вторая война вот именно так и началась с тех мест. Валикум салам. Вова Путин. Я просто, знаешь, как говорится, мой шок в шоке от всех этих высказываний, этих чудиков. Вот. Просто удивляюсь, как человек, который называет себя, тем более называет себя мужчиной, может так нагло врать, придумывать вещи. Удивлен. Алейкум салам, Чечен Таймс. В эфире Адуб, иншаллах. Анзор, я подкидывал тебе тему сегодня, как назвал Докуман. Брат, я не извини, извини меня, но я не прочел, не видел это сообщение. То есть мне надо было и видео выставить, и к эфиру готовиться. То есть такая спешка была. Чуть дела еще были сегодня. Поэтому вот еще насчет Ойсхара. Ойсхар, то есть Новогрозный, как на русском называется это село. Ойсхар тоже бомбили. Что там было, что решило получение насчет Ойсхара. Это во время Первой войны или Второй войны? Ну, если Вторая война, то они первые вот бои, как сейчас я говорил, произошли на Наурском районе и на Терском хребте потом. То есть уже вторая линия обороны была. А бомбежки они были еще до хода вторжения российских оккупантов на нашу территорию. Они вплотную бомбили горные селения, я помню, Замают, Элистанджи, город обстреливали ракетами «Земля-Земля». Кайрат потерял сообщение. Печально все сложилось с Тугаевым. Но я тоже так считаю, вот честно скажу. Жаль, конечно, что так произошло с ним. Ну, я чуть позже подойду к этой теме. И все это время я о нем так и не высказывался, но сейчас вот решил высказаться. Дейл Рейсхейл. Абдулмалик Нохчо. Валикум салам. Слышь. Хотел узнать, Анзор, какие у нас с тобой планы насчет нашей оккупированной республики. Что будем делать дальше?
что мы должны делать и что мы будем делать, ну, я тебе коротко скажу: исполнять свои обязанности, свой долг, будучи мусульманином, будучи гражданином своей республики. Вот и как раньше в эфире я говорил, и часто это говорю, мы сначала должны победить себя, чтобы потом уже строить большие планы. А на сегодняшний день мы это не можем сделать. То есть мы не можем победить себя. Мы идем на всякие уловки, на всякие провокации российских оккупантов, их халуев. То есть даем им такую возможность, чтобы они нами, вот хотя не хотя, управляли нами, разделяя нас на разные группы, там, группировки. Надо сначала это сделать, потому что все пока плохо, и пока ничего такого хорошего не светит, я честно так скажу, если мы сами что-то не изменим. Аллах говорит: будьте едины. Сначала это надо сделать. А планы, конечно, деоккупация нашей территории теми методами, ну, как, смотря на наши возможности, скажем так. Так, давайте, наверное, уже начнем. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. А теперь вот конкретно постараюсь ответить на многие ваши вопросы. Вот. Абу Помери, ва алейкум салам. Талибы взяли Кабул. Что скажешь по этому поводу? Ну да, я знаю то, что вы знаете. То есть я слежу за этой ситуацией, как они взяли Кандагар, Герат, Кабул, разные города. То есть другие там сбежали, кто в Таджикистан, кто в другие страны. Так вот, ну я считаю, что это к чему-то. А вот к чему, пока мы это не можем сказать, но я думаю, что там что-то, наверное, произойдет. Будут какие-то более масштабные изменения, и те, которые вышли оттуда, не просто так вышли. Это мое мнение. Магаев, ты в курсе, что академик, ну тот, который, этот чудик, не дружил с братом своим Зелимом, и последний умер через пару недель смерти отца. Но то, что я знаю, то, что какая информация поступила с их кругов, то я слышал это в такой версии, что они сами его убили. Сами. Казбек, Дуда, валикум салам. Пусть у тебя все получится, иншаллах. Брат, это зависит от наших стараний и намерений, искренних намерений. Карфаген, Анзор, прокомментируй ситуацию в Афганистане. Там друг Кадырова, генерал Дустум, убежал. Иншаллах, скоро также кадыровцы и их хозяева будут убегать из Ичкерии. Иншаллах. Все изменится. Я никогда не сомневался, ну, да, это затянулось так, но я уверенно так скажу, что, скорее всего, это наша вина. Потому что мы в свое время не могли быть едиными,
как говорит нам Аллах. И не можем быть едиными и сегодня. Вот. Участь Дустума, да, его тоже такая участь ждет. Но куда бежать, вот я не знаю. Не знаю, куда он сбежит, куда уйдет. Но посмотрим, будем следить за этой ситуацией. И такие смелые заявления, эти речи, ну, человек должен подумать, что все может измениться за 1 час, за 1 день. Вот. А что будет потом? Что будет потом? Ведь потом придется отвечать за эти унижения, за убийства, за пытки, за издевательства над народом. Надо думать об этом. Джахарду, да, пусть Аллах объединит нас и даст нам силу вытурить врагов с нашей земли. Аминь, я Аллах, аминь. Абдул Малик Нохчо, ассаламу алейкум, алейкум салам. Еще раз, какие у нас планы дальше? Ну, я это еще раз зачитываю, но я еще раз хочу сказать, что хватит 20 лет мы особо ничего не добились на самом деле, а могли бы вот кардинально всю эту ситуацию изменить. Вот. И многое в наших руках тоже. Конечно, все в руках Аллаха, но все зависит от наших действий, деяний, благих деяний. Мы должны быть ближе друг к другу. Ва алейкум ассалам. Абу Помери. Абу Помери. Дай Аллах, что у тебя все было хорошо. Аминь. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Леча дадаш. Вот именно, дальше надо учиться. Я вот даже зачитаю слова такие, как раз сегодня их увидел, вспомнил еще раз, но я читал Абдурахмана Авторханова «Талдеха воли». Действительно, сын своего народа. Вот. Так вот, как он сказал, любите свою историю и изучайте ее. Любите свой язык и развивайте его. Любите рыцарские традиции, воспетые русскими гениями Пушкиным, Лермонтовым, Толстым и нашим безмерным фольклором, славу наших предков. Не поддавайтесь больше провокациям. Запомните, что у нас нет иного пути к счастью и свободе, как через школы и университеты. То есть именно потому, что ты сейчас сказал, да, Леча Дадаш. Надо учиться, надо всю жизнь учиться. Кайрат, да, согласен. Даже если предположить, что Ичкерия освободится, в народе есть серьезные религиозные разногласия. Любая провокация от недоброжелателя им может случиться внутренняя война. Не дай Аллах. Вот именно эти провокаторы
Кадыровы, там российские спецслужбы сделали все, чтобы нас разделить на разные мелкие группы. Почему это делалось? Кстати, такая же тактика и в Украине, и в других местах, в Грузии события, везде. То есть у России это свои такие методы. До того, как вторгнуться на территорию другого народа, они делят этот народ, чтобы было легче ими управлять, их добивать. Вот. Вот что с нами сделали. До Первой российско-чеченской войны они разделили нас на оппозиционеров и дудаевцев, как они в то время говорили. И вооружили этих оппозиционеров, которые были подконтрольны России, для того, чтобы чеченцы начали внутричеченскую войну. Но как-то это не получилось у них. И до Второй войны они уже начали по-другому делить нас. Разные группировки, вот, и в религиозном плане суфисты, салафиты и так далее и тому подобное. Мы мусульмане. Я считаю, что нам нужно быть осторожными с этим, особенно с религией. И эти высказывания, там, ваххабиты, не ваххабиты, басаевцы, дудаевцы, масхадовцы, ни к чему хорошему это не приведет. Не приведет. Это все на руку нашему врагу. Делер Машалхул, леди 1974. Алейкум салам. Black Side. Анзор, во время жизни вашего отца Далгяч Дольцин Делрейский Далгяч Масана. Были ли у него мысли переехать в другую страну? Жаль, что такой лидер был убит так подло. Вот насчет переезда. Никогда у него не было таких мыслей. Вообще не было мыслей. Потому что я переписывался, все это время я переписывался с ним. Сначала это был интернет, там в то время как-то не могли пользоваться интернетом. Потом, да, были письма от руки, потом кассеты, аудио, видео. Так вот, никогда такой мысли у него не было. Я несколько раз рассказывал случай, и сейчас этот случай расскажу. Так вот, группа Ахмада Авдарханова, кстати, там и был Шаат Урлаев тоже, вот, и наш президент Масхадов, они как-то двигались в лесу, там переход был с одного места на другое место. Так вот, это было рядом с границей Дагестана. И он один раз Масхадов, как ты пишешь, вот отец спрашивает, где мы сейчас? Один муджахид, наш муджахид ответил: вот, Аслан, мы тут сейчас находимся возле этого села. Хорошо. Идут дальше. Потом опять он спрашивает, где мы сейчас? Тот муджахид, который был местный и знал эту местность, он сказал: мы сейчас возле этого села. Хорошо. А потом этот же муджахид говорит у него: вот, Аслан, ты несколько раз спросил, а почему ты спросил? Ну, чтобы он так и ответил ему: чтобы не перешагнуть границу нашей земли в то время, когда идет тут война. Вот такого мнения он был. Он все это время находился рядом с муджахидами, в блиндажах. Я знаю, как он жил. И сейчас это... Да. Алейкум салам.
Ингуш, надеюсь, амнистии не будет, как это было после 96-го года. Аслан Масхадов, у меня даже есть такая информация, был против этой амнистии, чтобы предателей амнистировали, чтобы их простили. Вот. Но, иншаллах, все будет по воле Аллаха. Все будет по воле Аллаха. Абдулла Мувахид, да, есть опасения того, что после завоевания нашей земли могут быть религиозные разногласия. Они будут. Они будут. И, конечно же, это зависит от нас самих. Нам надо стремиться к религии, к истинной религии. Ну, истинная религия, наша религия, это ислам. Вот. Как бы они там не делили на этих, на других. Вот, но надо быть осторожными с этими дележками. Мага Магаев, Анзор из Вены, Далдехал Воле, амин. И говорил, что кадыровцы живем, сварили одного из охранников Аслана Масхадова. Расскажи, что знаешь про это. Лайнс, сейчас мне действительно вот, ну, тяжело все это пересказывать вот так, но я скажу не только с охранника, а многих. И все эти ужасы, все эти пытки я пересказывать сейчас не буду. Вот помните, нам показывали советские фильмы, где там фашисты ходят в село, расстреливают, сжигают дома и так далее и тому подобное, концлагеря. Знаете, то, что делали эти фашисты во время Второй мировой войны, и то, что делали и делают эти, которые служат России, делают вещи похуже. Как раз таки этому научили их российские спецслужбы. Да, они делали это, а потом передали вот этим. То есть они продолжают дело российских оккупантов. Там, живем закапывали, живем сжигали. Вот я даже случай знаю, как одного заварили в бочку. Бочку заварили, большую бочку такую. Таких много, случаев много. Allah ехал больше. Allah ехал больше. Вы поддерживаете так называемый Эмират Кавказ. Я не хочу что-либо менять и не хотел бы что-либо меняли в нашей истории, вот, скажем так. То, что строили такие личности, как Джахар Дудаев, Зелимхан Яндарбиев, Аслан Масхадов, Абдулхалим Садулаев, и какое-то короткое время, да, был Дока Умаров, хотя там, да, совершили ошибку провозглашения Эмират. Я хочу, чтобы именно Чеченская республика Ичкерия, так оно и осталось. Потому что, знаете, именно Чеченская республика Ичкерия дала хорошего такого пинка российской армии и заставила их сесть за стол переговоров. И заставила их подписать договора, соглашения. Да, тут появляются некоторые умники, что с русскими не надо было подписывать никакие договора. Нет, это хорошо, что у нас эти документы есть, потому что мы обязательно, иншаллах, вернемся к этим документам.
вернемся и напомним им об этих подписанных договорах, о том, как они вероломно нарушили вот эти договоренности, соглашения и начали вот эту вторую войну. Вот почему это очень важно. Чеченская республика Ичкерия. Карфаген, ты правильно говоришь, брат, нам прежде всего нужно работать над объединением мусульман Кавказа на религии Аллаха. Это все, что нам необходимо, чтобы получить победу от Аллаха. Ну да, каждый человек, который верит во Всевышнего, верит в Аллаха, вот, то если он искренне это делает, то он может чего-то бояться, стать предателем, перейти на сторону врага, что-то сказать в пользу врага, например. Поэтому нужно стремиться к религии. И, конечно же, если бы, как ты говоришь, объединение, я просто об этом мечтаю. Мечтаю, чтобы мы, наконец, мы, братья, не только мусульмане, потому что есть представители других религий, Грузия там, и другие, если бы мы были бы вместе, то есть хозяевами своих земель, можно сказать, хозяевами Кавказа, то ни один враг нас к чему-то там не провоцировал бы, не подстрекал бы, не начинал бы войны, потому что мы были бы хозяевами этих земель, чего мы не можем сказать сегодня. Сулейман въехал, как вы там в Европе, как мы там в Европе. Видите ситуацию с Анзором, которого убили в Вене в 2009 году. Разве? В 2009 году Анзор, который жил в Вене, в Европе, был жив. Как вы там в Европе? Нет, я в Скандинавии, если что. Но да, есть критики, что вот он сказал вот это, что сказал другое. Я ничего не оправдываю и ничьим адвокатом не являюсь. Но почему вы не говорите, которые не в Европе, о тех действиях, к которым прибегают эти кадыровцы, эти, которые вот здесь, как они издеваются над населением, над чеченским народом, над стариками, женщинами, как заставляет пацанов бегать на беговой дорожке за то, что он там что-то сказал. Давайте об этом говорить. Еще раз повторюсь, я ничьи там методы не оправдываю, я ничьим адвокатом не являюсь. Приветствую. Так, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, кто-нибудь из полевых командиров Чеченской республики Ичкерия той войны еще есть в живых? Кому-то повезло выжить и уехать из Чечни?
Да, есть. Есть живые. И очень много тех, которые выжили, да, которые живы сегодня, алхамдулилlah. Валикум салам, Дильгам Расул. Вай ихва, амнистия, да, насчет амнистии. Ну, вот именно я сторонник того, чтобы таких амнистий не было. Те, которые действительно поливали грязью, пытались поливать грязью наших муджахидов, наших лидеров, а также особенно тех, которые издевались над чеченским народом, вот, унижали их, людей, простых людей, которые убивали. Им амнистия не должна светить. Я так скажу. Ваше мнение о нападении Радуева на Кизляр? Ну, я думаю, что ты из Дагестана, брат. Ну, насчет Кизляра, то, что я знаю, Радуев, не только Радуев был, кстати, нападал на вертолетную часть, которая была в то время там. И скажем даже так, что Басаев, Буденновск ехал именно, чтобы напасть на аэродром, который там находится. Там стоят вертолеты Ми-24 и самолеты Су-25, то есть штурмовики, которые бомбили чеченскую землю, убивали мирный народ нашей республики. Я не сторонник того, чтобы кого-то захватывать. Нет, я не к этому. Но были заявления наших командиров, что они теперь будут наносить удары по российским оккупантам, где бы они ни находились. Вот. Ну, жаль, конечно, что это произошло, да. Но в первую очередь я думаю, что надо быть справедливыми и винить во всем этом то, что произошло в Дагестане в то время и потом. Вот, Буденновск там и другие акты. Полностью война против чеченского народа. Вот, все эти убийства в Дагестане, их было очень много. Надо винить Ельцина и Путина за это. Ладно, Ельцина сейчас нету, есть Путин. Но кто посмеет сказать сегодня это, что вот, Путин, ты виноват в том, что нас убивали. Надо иметь такое мужество, чтобы говорить правду. Герман Крассер. Талибы пришли вновь к власти в Афганистане. Они признали независимость Ичкерии в 2001 году, подав посольство бывшего СССР и консульство в Кандагаре было. И консульство в Кандагаре было. Надо реанимировать. Да, я помню, как Афганистан признал независимость Чеченской республики Ичкерия в 2001 году. И что тут можно добавить, так это, да, это был смелый шаг, правильный шаг. И было бы, конечно, хорошо, если бы это сделали и другие страны. Вот, то можно было бы как-то предотвратить убийство мирных жителей.
Сколько людей было убито после 2001 года, например? Тысячи, десятки тысяч. И если бы действительно в то время кто-то посмел бы, да, и хватило бы мужества такого, чтобы признать независимость Чеченской Республики Ичкерия, то мы могли бы избежать войны, таких огромных жертв. Поэтому я обвиняю мировое сообщество, которое нам не помогло, а просто сказала, что это внутреннее дело России. Внутреннее дело России. Айсам Мусаев появился. Машво. Анзор, скажи, что с союзом чеченских блогеров? Валлахи, брат, я пока этих чудиков там разношу, я думаю, что у них там их в шоке сейчас. Но с союзом чеченских блогеров, да, я веду там работу. И не хватает, да, людей не хватает пока, но есть люди, с которыми я общаюсь, там мы работаем сейчас над одной платформой, посмотрим, что будет. Ну, все в руках Аллаха. И еще раз, кстати, хорошо, что ты напомнил, Иса Мусаев, хочу напомнить, что будет хорошо, если появятся активисты, и я их я таким могу сказать, чтобы мы работали вместе. Я обращаюсь к этим активистам, ко всем активистам. Будь у них веб-сайт или YouTube-канал, или там группа в Фейсбуке и так далее, и так далее. То есть давайте работать вместе. Давайте. Так, бендал, води дацуин. Ишт тауна цана вахни, ваш крича вахни. Вистхol was ist Вистхol, Югоуши Вистхol, Йомш, Хердацер, так, да, воды и дервин. Валикум салам. Василий Долгтрев. В Афганистане вообще мир когда-нибудь был? Как послушаешь, война постоянно. Как я знаю, как мы знаем из истории, Афганистан всегда сопротивлялся. Ну, разным агрессиям. Например, сколько лет они воевали против Советского Союза, да, и тем пришлось уйти оттуда, склонив голову. Вот. И ничего они там не добились, Советский Союз. Так вот, я считаю, что, наверное, Афганистаном все еще будут заигрывать. И считаю, что такое даже может произойти и на Кавказе. На Кавказе. Виктория, только что на канале Тумсо один зритель опечалился, что не может одновременно смотреть и Анзора, и Тумсо. Кстати, да, я только сейчас недавно вспомнил, что у него тоже там эфир. Ну, по-любому эфир сохраняется, посмотрит потом. Или пусть включит два монитора. Ну, это я так шучу. Муса Ахмадов, Allah reisful. It's mein Pizza Allah reisful.
Были ли люди пели сопротивление ЧРИ, которые, прикрываясь благой целью освобождения от российских оккупантов, стали на путь бандитизма. Да, были такие, были. Но потом, когда началась Вторая война, скажем так, они оказались на той стороне. На той стороне. Вот, я даже пофамильно могу называть от начальника до его подчиненных, тех людей, которые занимались похищениями. То есть мы сегодня можем сказать, кто за этим стоял, откуда шли заказы похищения людей. И эти люди, как я сейчас говорю, потом оказались в стане врага на той стороне, перешли на сторону оккупантов. То есть стало ясно, что все это готовилось для нас, для чеченцев, готовился новый ярлык. Вот они похищали людей. И сейчас эти люди там вокруг Кадырова или там спокойно живут в Москве. Абу Помери. Спасибо, брат. Вы меня извиняйте, что такой бэкграунд, потому что я знал, что у вас будут вопросы по этим чудикам. Вот. Мага Магаев, что скажешь про как Кадыр президента охранял? Про то, как он, будучи начальником охраны своего отца, как его охранял, я молчу. Ну, я тоже молчу, но то, что он охранял президента, я этого никогда не видел, потому что с нашим президентом, ты говоришь про Аслана Масхадова, всегда были Ахмад Аударханов, ну, их много было, храбрых, мужественных, муджаидов, охранников. И зачем им пришлось бы доверять какому-то пупсику в то время? Жизнь целого президента. То есть неправда. Все то, что он говорит, 95% это неправда. Неправда. А остальные вот эти 5% он не ошибается в тех местах, где он говорит про даты, например, да, про даты. Или там про какие-то события, ну, скажем, захват города Грозного, да, ну, было же такое. А потом все, что дальше идет, это все уже чушь, это брехня, неправда. Есть такие люди, которые просто не могут говорить правду. Из их уст всегда льется ложь. Они просто не могут без этого. Не могут. Вот у нас вот такой фрукт, такой чудик. Black Side. Очень запомнился момент, когда Аслан Масхадов с муджахидами переходил реку. Один из муджахидов перенес об очень большом уважении по сравнению с сегодняшними полками Кара, которые с ним только из-за денег. Ну, то видео, ты говоришь о том видео, где он перенес, один муджахид перенес нашего президента через реку. Это было летом 2002 года. Летом 2002 года. Да, действительно,
и его скромная улыбка, как он не хотел бы вот так, но тот взял его из-за уважения, как ты заметила, а не из-за денег, там, не из-за чего-то другого. То есть не было такого подхалимства, которое есть в кругах тех, о которых ты сейчас написал. Вот там оно есть, лишь бы там что-то кинули в рот, что-то кинули в карман. Все ради денег сегодня. Айса Мусаев, сейчас разберемся с твоим вопросом. Так вот, Анзор, есть у тебя высказывание президента Масхадова по поводу русского генералитета? Есть. Очень много. Очень много есть. Сейчас. Вот, к примеру, на таких кассетах тоже есть. Видеокассеты есть. Так вот, Масхадов удивлялся, что эти генералы, которые когда-то с ним вместе служили в советской армии в то время, и вот эта вся куча этих генералов, генералитет, как ты написал, просто не могли ничего сделать. Да, там были просто пустые высказывания. Мы войдем в город. Там Масхадов потом говорит, да вы ползете 2 месяца. 2 месяца ползете от Чхой-Мартанова до окрестностей Грозного. 2 месяца. Вот как он отзывался о них. И Масхадов удивлялся тем российским генералам, как их отношение к своим военнослужащим. Вы помните события в Грозном, как они все кучу перебомбили, российская авиация, установки «Град», «Ураган», свои, не свои, там и наши их хорошенько положили в Грозном. Так вот, эти трупы валялись на улице, поедали кошки, собаки. И как Масхадов в то время обращался к этим генералам, так трупы хотя бы заберите, ладно, остановим войну на день, на 3 дня, ну хотя бы трупы своих солдат заберите. Нет, российские генералы этого не делали. И Масхадов удивлялся, как же так? Как же так? Как можно относиться к своим подчиненным вот таким способом, да? Он их не понимал. Один, помните, Грачев там с 2 парашютно-десантными полками за 2 часа возьмет город Грозный. Ну, этот чудик вообще сел на мель, когда ему хорошенько тоже дали. Вот это их генералитет. Ну, я потом расскажу об этом. Иншаллах. Майк Тайсон. Сейчас я. Наверное, очень грустно, когда те, которые были рядом с твоим отцом, сегодня по ту сторону. И еще они обливают его грязью. Иншаллах, их день настанет. Иншаллах, брат. Знаешь, что, как в этом видео я говорил, лучше быть последним трусом, но не переходить на сторону врага, который убивал твоих родственников, твой народ. Ты опускаешься на самый низкий уровень. Самый низкий уровень. И нет оправдания такому человеку. Да, он будет говорить о своем героизме, что он может там
10 танков, 50 танков уничтожил, бегал с одним гранатометом и вот так стрелял и уничтожал эти танки. Вот. Сбивал самолеты. Да, он был там когда-то героем, но сегодня это все исчезло. В то время, когда он начал поддакивать, например, российским халуям, или же стал, скажем так, предателем, лицемером. И то, что он сделал, это ушло. Он больше не герой. Он становится предателем. Предателем. А то, что видеть такое, конечно, да, с болью, понимаешь. Я всех этих людей хорошо знал. Во время Первой войны мы были вместе. Были вместе. Есть и командиры, есть простые муджахиды. И сегодня вот видеть такую картину, что кто-то там перешел по каким-то причинам, да, они придумывают причины, вот им пришлось перейти на их сторону якобы. Нет таких причин, нет. И те, например, если это бывший командир или бывший, который называл себя министром обороны, хотя он таким не являлся, он был там начальником Национальной гвардии. Я по этому поводу видео тоже выставлял. То есть эти люди вообще не имели права переходить на сторону врага. На сторону врага. Вот, скажем, Ханбиев Магомед, я его очень хорошо знаю, может даже лучше, чем остальные другие. Я его знал с 93-4 года, еще до Первой войны. Мы и даже в то время были в некоторых стычках, если он это помнит. Если помнит. То таких личностей я не понимаю. Да, там говорят, захватили заложников, родственников заложники. Их пытали, их унижали, вот, вынудили. Ну, я так прямо скажу, да, это такое личное. А почему мой отец не сдался? Почему? Например. Ведь его тоже родственников захватывали и держали в Ханкале, потом на базах в Хосе-Юрте, унижали их, унижали. Я раньше рассказывал, как они над старой в то время сестрой моего отца, тетя, то есть, ее избивали прикладами, унижали ее, еще удивлялись, смеялись, говорили, вот мы не можем на колени поставить женщин. Вот кто они. И Масхадов не сдался. Не сдались и многие другие. Они прошли этот путь достойно. Люди отдавали свою жизнь, чтобы не стать предателем. И они не стали. Вот они герои, настоящие герои. Аллах Азат Побал Дальцера. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Альтайр Карагандинский. Спасибо, брат. Всем нам мира. Так, и Самусаев, ты еще раз сказал, я ответил на этот вопрос. Анзор, спасибо за ответ. Не думал ли ты над тем, чтобы сделать с кем-нибудь из полевых командиров интервью? Ну, это зависит от сегодняшней ситуации. Есть вещи,
которые нельзя говорить. И я примерно знаю, почему ты даже это спросил. Поэтому мы будем говорить. Абрек Зелимхан, валикум салам. Амин, я Аллах, амин. Да, собор был, массана. Иншаллах, все будет хорошо, и земля наша будет свободна. Маркс Пром. Нохчимот непопулярны у чеченцев. Своих слов, видимо, мало. Почему мало? Мы можем на чеченском говорить. С этим проблем нет. Хочешь, я буду на английском говорить. Хочешь, я буду чуть-чуть на турецком говорить или на норвежском говорить. На каком языке ты хочешь? Нохчимот дикха и бийца. Чуах бийцеш бу, да, именно бийцен был. Если ты понял. Вот в том-то и дело, что тут не только чеченцы, поэтому из-за уважения к нашим зрителям я вынужден говорить на русском языке. Эльдар Набиев, валикум салам, брат. Из Баку. Мы всегда вас, мы братья. Скоро, иншаллах, весь Кавказ соединится. Иншаллах, брат. К этому все идет. Валикум салам. Шамиль Басаев чеченец? Да, он чеченец. Анзор, вопрос. Ты в курсе насчет перехода через горы в Чечню отряд Хусейна Исабаева? Было ли согласовано с Асланом Асхадовым или что-то другое? Ну, по моей информации, то, что я знаю, да, действительно, он, Дохка Умаров, это если сейчас я не путаю события, ну, я расскажу. Так вот, Аслан Масхаду отправил им кассету, потому что они находились не на территории Чеченской Республики Ичкерия. Он отправил им кассету. И после того, как они послушали эту аудиокассету от президента, они вернулись в Ичкерию. Сейчас я просто с датами могу попутать чуть-чуть. Год 2004, кажется, 3, 4. Гилаев настаивал на войсковых войнах, а Басаев на партизанских методах. Были сильные споры. Масхадов к какой тактике склонялся? Ну, брат, ты меня извини, откуда ты знаешь, к чему они призывали? Ты уже все там попутал. Ну и то, что я знаю, то, что мы видели, Масаду призывал к единому руководству, подчинению, то есть к единству. Басаев, как он говорил, врага надо бить так, как они нас бьют. То есть если они без разбора нас убивают, почему мы не имеем права делать это с ними? Ну, вот, как говорил Басаев. Но потом, в ноябре 2004 года, он уже оставил этот метод
в ноябре 2004 года в Толстоюрте и подчинился, полностью подчинился президенту. То есть он не находился уже в отдельном джамаате, в отдельной группе. И тогда действительно было и объединение в ноябре 2004 года. И там огромная, большая заслуга Абдулхалима Садулаева, президента, следующего президента после Масхадова, когда убили Масхадова. Вот. Зоя Сомова, дал ези, деврейская без ликмасерах. Тут конкретная зачистка. Вот у меня админы жестокие. Так, брат мусульманин. Закаев, Тумсо, Адат, Кибеш, Массо, Воушах, Ятакайкам, Бича, Хударти, Массарга. Цажим, Жим, Дякна, Цхан, Барти, Доор, Дацарти. Шаша, Вистхоль, Швоуши, Дагаца, Доуш. Ат Архул, Дуйти. Брат мусульман, Валлахи, Хердацк. Ядал, Вен Вохди, Дац. وإشت مليلا وإشت غوشيا قيس دلشي قيس لش بيشا نيسلو ونيو تندلا ديل دو تا خيتس مش ببيزوي ونيو تا سوسوبو خم نيسلو ونيو يهم شلدا فاديس ويشادش ساتيلدو وي دغير شدلح وي قهي قديس ووشي دقادوش شا نيس ووتشا تقبل عتا أشا نيس واتسح تم حيخم بيشي يتقلوتشا تهم شليل دديز وي إيش دادودا كنا خما خيرادات ينتصل تخلق بي سونا دوحرق بس ويلي ركودو ويقام دوي تان ويلي يزوي تان خلقتيش خديش ديكر درتيش تارجع خطة وش سايرز دقق دوش طبعا سون سلا وقمشن ليشي خير إرشيا خا سلا سون والله تسلق ويلي يزوي وي دقرة ديل شيد وحتا ويقاه يقاه كنا تأخيله إن شاء الله. Я извиняюсь тут. На чеченском вопрос хотел на чеченском сказать. Зоя Сомова. Аллах рейсвай масобу сопой. Так, идем дальше. Валикум салам. Зоя Сомова. Анзор, никто не верит сказкам этих чудиков. Они сами знают, что врут. Просто с этим враньем они себя успокаивают. Такова участь предателей. Полностью на 100% согласен. Эти чудики, я не знаю, просто, наверное, это все-таки какое-то наказание для нас, что мы не можем быть вместе, что у нас нет единства. Вот. И Аллах дал нам вот таких чудиков. Если
будет какое-то единство, если мы уберем это внутреннее высокомерие к друг другу, то вот этих чудиков не будет. Да, им приходится лепить, строить там из себя героев, но они таковыми никогда и не будут. Не будут. Потому что пускай я не буду говорить, пускай не будет кто-то другой говорить, но люди знают, люди сами знают, кто они на самом деле, кем они являются, и знают об их героизме в кавычках. Вот. Но мы просто напоминаем. Валикум салам. Анзор, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, что-нибудь про Муслима Чеберлоевского. Спасибо. Спасибо за вопрос. Сложноватый. Я знаю то, что вы знаете, да. У меня есть, скажем так, связи с людьми, которые находятся с ним рядом или вот. И у меня есть информация о том, что они делают. То есть они там в Украине для того, чтобы помочь украинскому народу. Как мы знаем, и как я знаю, вот это искренние ребята. Они приехали в Украину, чтобы помогать украинцам. Когда Сейчас, секунду. Когда спросили у Джохара, что вы можете сказать о действиях Завгаева, Джохар ответил, что не будет говорить про национал-подонков. Мы не должны даже с ними считаться, потому что они никто на самом деле. Это халуи, это куклы и марионетки. Наш главный враг – это российский оккупант. Да, сегодня Россия оккупировала Чеченскую республику Ичкерия. Вот. И то, что вот этим чудикам дозволено, они и делают. То есть с позволения России. С позволения России. Наш враг тот, кто убивал нас веками. Каждые 50 лет убивал, депортировал. И всю вот эту энергию на самом деле мы должны направить туда, в ту сторону. Алмаз Джапарбеков. Анзор, во время Первой войны тебе сколько лет было? Я был в то время маленький. Валлахи, сейчас мне даже неудобно. Я не любитель что-то выпячивать, но я имею в виду про свое участие в Первой российско-чеченской войне. Я это нигде не говорю, но мне пришлось сегодня это сказать просто. Все из-за того, что мне приходится затыкать рот вот этим чудиком. Сейчас разберусь с вопросом. Исам Мусаев. Анзор, чем ты объяснишь, что топовые убийцы чеченского народа, отдающие приказы, находятся в тени, а никчемные болтуны впереди планеты всей? Я к тому, что шаманов в тени, а хамбиев в лучах славы. Вот, как я только что сказал,
не это наши враги. Нет. Враги там уехали, в России, Шаманов, другие генералы, которые отдавали приказы, вот, призывали к убийству чеченского народа. Вот кого надо пытаться засудить, отдавать суд, скажем так. Вот то враг, который убивал нас десятками тысяч, кто отдавал приказы по массированным ударам авиации, артиллерии по населенным пунктам, в ходе которого гибли и чеченцы, и не только чеченцы, но русские, ингуши, дагестанцы, азербайджанцы и армяне у нас жили. Вот, вот где враг. Ичкерия Лайф Масаду во вторую войну очень хотел повторить аналогичную операцию, как в августе 96-го года. Да, действительно, так и было. И операцию он назвал Джихад-2. Джихад-2. И к ним попал этот план российским оккупантам. Потом они объявляли, вот, мы узнали, что Масхадов готовился к масштабной операции как в 96-м году, и называлась Джихад-2. Он имел в виду именно такую операцию, как в 96-м году, когда мы возвратили свой город. Василий Долгтрев. Анзор, как ты думаешь, есть реальная оппозиция в России? Нет, нету. Нету. Я не вижу этой оппозиции. Если бы они хотели бы что-то изменить, они давно что-то изменили бы у себя в стране. Потому что они сами видят, что Путин просто убивает, он добивает эту Россию. Добивает. Посмотрите на соседние государства, как они живут и как живет сегодня Россия. Так что оппозиции там нету. Сейчас, секунду. Мага Магаев. Кто убил отца Шаи Турлаева? Его убили Аллах дехал уэли, чол диктага, валлахи. Его убили российско-кадыровские подразделения. Как я знаю, его забрали, потом бросили на окраине села убитого. Так, долина ислама. Анзор, скажи, была ли возможность у Аслана Масхадова арестовать всех провокаторов и тех, кто нарушал законы Ичкерии, и тех, кто способствовал разделению чеченских вооруженных сил, в том числе за рейд на Республику Дагестан? Но, знаешь, брат, долина ислама, здесь проблема была в том, что это была проблема не этих провокаторов даже. Потому что за всем этим стояла огромная страна, их спецслужбы.
их спецслужбы. И они готовили вторую войну. Если бы мы какие-то действия начали бы внутри нашей республики, то ситуация была настолько накалена из-за этих подстрекателей, как Кадыров и других этих спецслужб российских, настолько была накалена, что мы там чуть ли друг друга не перестреляли. То есть это было нужно Кремлю. И поэтому они разыграли этот спектакль в Дагестане. Вот. Поэтому Россия в любом случае развязала бы и навязала бы нам войну. Мы не смогли бы ее избежать. Не смогли бы. Не смогли. Ну да, и само собой, вот именно поэтому из-за этих дат я просто боялся вот этих. Молодец больше. Это было в 2002 году, когда их, их- когда их Бодров умер там, совпало или что там было. Starting point, брат, как думаешь, будет ли третья война? Дай Аллах, чтобы ее не было. Дай Аллах, чтобы ее не было. Так, Павел Щербаков. Анзор, а ты не задумаешься, что ваххабизм вам принесли спецслужбы в России, и ваш народ это разъединило? Когда вы, в каком году вы услышали первый раз слово ваххабизм, ваххабиты и так далее? Я-то помню. Поэтому эта дележка, то есть в религиозном плане, началась именно для того, чтобы разделить наш народ. Да, здесь я согласен, что они этим разделили нас. Им это удалось сделать. Удалось. И вот эти термины, ярлыки закидывала именно Россия, чтобы нас разделить, чтобы мы начали внутри чеченскую войну, а мы этого не сделали, но это сделал Кадыров. Он начал убивать чеченцев.
Тарих, я пока не знаю, о ком речь, но мне кажется, что сейчас, секунду, зачитаю Тарих. Но это как минимум оправдывает его сдачу в плен. Как бы вы, как бы вы поступили на его месте 17 лет назад? Сдача в плен Хамбиева, я это никак не оправдываю, там нет оправдания. Если такой человек с громкой такой должностью, командир, знал, что в какой-то день он даст такую слабинку, то он не должен был вступать в эту должность, брать эту должность, сказать: Аслан, извини меня, я не могу. Не могу. Вот. И это человек, за которым действительно стояли, как когда-то стояли муджахиды, и воевали хорошо. Воевали хорошо когда-то. Но перед ними должно было бы быть стыдно перейти на сторону врага. И Хамбиев должен помнить, как правильно, даже чуть-чуть мягко, красиво высказался его президент в адрес этого Хамбиева. Яхьет Мегадар. А сегодня он же говорит, что он и другие говорят: вот я был рядом с Масхадовым, я был его другом, я был его сторонником. Выдумывает что-то, чего вообще не было, или поддакивает тому чудику. Вот. Они не имеют права этого делать. Не имеют. Не имели вообще. И никакого оправдания этому нету. Я просто со своей стороны хочу вот этим людям сказать: я вам просто запрещаю называть имя моего отца. Вы того не стоите. Вы того не стоите. Как я иду, шук. Да, хоть принцип вахлышь. Нет, Хамбиев когда-то воевал, я знаю, что он воевал, но во время Второй войны ничего он такого там не сделал. У меня есть те же записи от Ахмада Аударханова, от других, поэтому пускай ничего не говорит, не придумывает там разные истории. Он не имел права переходить на ту сторону. Его брат Умар Хамбиев, он действительно любил свой народ, был предан своему президенту. И мы вместе с ним работали до убийства моего отца. Потом-то он, да, действительно уехал. Но как человек он был хорошим человеком. Ничего плохого в его адресе я сказать не могу. Действительно, он охвали. Умар. Владыка воли. Да, герчтвальцу. Правда есть правда. Павел Щербаков, Анзора, вторжение в Дагестан — это не было ошибкой. Мне уже надоело это говорить. Я об этом много раз говорил и в каждый эфир об этом говорю. Да, есть с нашей стороны ошибки, но поймите, наконец, кто это запланировал?
откуда это пришло, кто планировал, кто приезжал, Карамахи, Чабанмахи, готовил эту операцию, используя местные группировки, кстати, которые первые начали там боевые действия. Это потом Басаев и Хаттаб вошли в Дагестан. Так что там уже война шла. Надо винить Россию, Кремль, руководство России, спецслужбы России. Вот кто виноват. И дай Аллах, чтобы мы не позволили бы таким вот этим спецслужбам, кому-либо вообще, чтобы мы не позволили управлять нами, кавказскими народами. Кайрат, Анзор, ты был знаком с братьями Гакаевыми? Так лично кажется, нет. Я боюсь сейчас сказать, кажется, нет. Знать-то я многих знал. Но сейчас вспомнить не могу. Я их узнал именно во время Второй российско-чеченской войны. И сам Усаев, да, меня тут перебили. Лавина огромная похоронила Бодрова за его ненависть к людям. Да, но если сейчас просмотреть эти события, как наши отряды вернулись в Чеченскую республику Ичкерию, и как они воевали именно в этом районе, и что у меня есть информация, что авиация России нанесла удар, и сошла лавина, и Бодрова убили. Вот как я это, к примеру, знаю. Точно сейчас я не могу сказать, где конкретно что. Да, Ичкерия Лайф про поход в Дагестан, как они это громко такое название, поход, вторжение, что там еще, и так далее и тому подобное. Но надо говорить как есть. Зачем врать самому себе? Это было устроено, запланировано в Кремле. То есть в Кремле решили, что в Дагестане будет проведена операция. И заманят туда Басаева, Хаттаба. А потом позволят уйти. Откроют границы вот так и позволят уйти. Там есть много фактов. Просто говорить об этом. Как Степашин туда приезжал, как мы, как наше государство, наше руководство предупреждало руководство России, что вот происходят такие события. Это вина России. Несущий мир, задавайте про Дагестан вопрос. Не забудьте спросить, зачем вы их на помощь. Ну, вообще не хочу говорить об этом. Магаев, кто просил Кадырова, чтобы он охранял президента Масхадова? Он был начальником охраны своего отца, как видим, охрана не его работа. Ну да, это уже повторение идет. Никто его не просил, это выдуманная история. Он говорит, он врет, это неправда. Он строит из себя героя. Вот. А почему он не говорит, что он делал в Москве
то время, когда убивали его отца на стадионе. Он же являлся его начальником охраны, как они говорят, президента, первого президента. Жалеешь. Юх, и еще тоже интересно расскажу, вспомнил. Там в той передаче, что они там сделали, был такой интересный случай. Как-то он же говорит в передаче, что у него была связь с Ахмадом Авдархановым. Нет, это неправда. Не было никакой связи. Не было никакой связи. Не было. Но как-то Кадыров получил телефон Авдарханова. И он действительно один раз позвонил ему. Или как это сейчас было? Да, действительно, позвонил ему. Ахмед взял телефон и спросил: алло, кто это? Это на другой стороне отвечает, это Рамзан. И этот Кадыров говорит Авдарханову: что ты делаешь? Это на чеченском. А он говорит: как дела, что делаешь? А тот ему отвечает: как что делаю? Я делаю джихад, которому призывал твой отец. Хочешь сюда прийти к нам? Он так к нему обратился. Да, могу прийти. Но только один приходи. Вот какая была у него связь с ним. А все остальное это неправда. Валейкум салам. Несущий мир, да, я понял. Пейперсу. Так, сейчас кое-что проверю. И пойдем. Ичкерия Лайф. Когда Аслан стал шахидом, Кадыров поздравил ФСБ и заявил, что единственное, нам жаль, что это не мы провели эту операцию. Вы тоже это видели, наверное. Да, я это видел. Они действительно так и сказали, поздравили ФСБ и сказали, что нам очень жаль, что это не мы провели эту операцию. И как этого у них еще одного там министр МВД Талханов как-то говорил, выступал по телевизору и говорил: мы выставим его тело на всеобщее обозрение в центре Грозного, чтобы люди приходили и плевали в это тело. Представляете? То есть вот их нутро этих предателей, как они издеваются над телами убитых. Я сейчас не буду пересказывать, но их много, вы это знаете. То есть на это способен лишь какой-то конченый, не знаю, недочеловек вообще. На такое варварство.
Аркадий Юрьев Кадыров, герой России, это не смешно. Ну, а мы что, отрицаем? Да, герой России. Заслужил. Может, дважды, трижды, я даже не знаю, но мне без разницы. Но он герой. Но не герой чеченского народа. И никогда, иншаллах, не будет. Брат, можешь рассказать про Ису Мускиева, Кайрат? Иса Мускиев, Аллах Азат Балдуэльцем, да помилует его Аллах. Вот его я лично знал. Он какое-то время был с Вахидом Мурдашевым. Он был главой администрации президента. И, как мы знаем, он был эмиром во время Второй Российско-Чеченской войны. Он со своими братьями воевал против российских оккупантов, и они отдали свои жизни. Это были действительно мужественные воины, истинные сыновья нашего народа и нашей уммы. Вот кто действительно герой. Вот это были герои. И когда они были живы как вот эти амиры, вот эти муджахиды, в то время таких высказываний особо и не было. Нет, но боялись. Мага Магаев, ты пишешь, Анзор, ты слышал, что Ахмад кушал жигалныш у сестры Кадырова и сказал ему, не забывай, что у тебя тоже есть родственники. Нет, он не так это говорил. Он не таким человеком был, чтобы издеваться или убивать, трогать родственников. Нет, он не таким человеком был. Но зная, что он вошел в их дом, в дом, как ты говоришь, их родственников, и попросил там, оказывается, дома были отец и мать, попросил их налить чай. Вот, они сидели, пили вместе чай, и Ахмад им сказал, что вот ваш сын взорвал дом моего отца и матери. То есть кадыровцы взорвали дом отца и мать Абдраханова. И сказал, что вот я пришел взорвать ваш дом в отместку. И что он сделал, Ахмад Абдраханов? Он позвонил тому кадыровцу, который был командиром какой-то спецгруппы их, и сказал, знаешь что, я сейчас нахожусь у тебя дома, пью вместе чай вместе с твоим отцом и матерью. Поэтому я слышал, что ты меня ищешь. Меня искать особо и не надо. Я нахожусь тут. Если ты мужчина, то приходи сюда. Я сейчас хочу взорвать дом твоего отца и матери, как вы это сделали с нашим домом. Тот командир не приехал, не осмелился приехать. Не приехал. Но Ахмад ушел оттуда. Он не трогал ни родственников, никого. Он не был таким человеком. Долина ислама, я об этом тоже много раз говорил. Здесь в специальных видео про убийство нашего президента. Ну да, я сейчас коротко скажу, что убили российские спецслужбы. Эту операцию не доверили этим халуям, которые служат России. Им ее просто не доверили. Ни участия, ни планирования, абсолютно ничего. То есть прилетела группа спецназа сначала в Моздок, в Осетию,
А потом оттуда на вертолете в Толстоюрт и начали операцию. Начали операцию. Да, они хотели взять его живым, но не смогли. И что интересно, после этого они уничтожили эту группу. Через день-два, второй день, кажется, да. Упал вертолет, якобы упал, зацепил провода, как они это говорили в средствах массовой информации России. И в этом вертолете находились именно участники этой операции, этот спецназ. Сейчас, секунду. Здравствуйте, Анатолий Жучкин. Так, сейчас я потерял. Сейчас найду этот вопрос. Ну, кто убил Немцова, да? Путин. Путин убил. Все, что происходит, вот, именно вот эти убийства и похищения, происходит по приказам спецслужб России. Да. Леди 1974. Анзор устал, да? Мне нельзя уставать. У меня сегодня много работы. В последнее время много проектов. Так что уставать мы не можем. Эльдар Набиев, насчет Карабаха скажи свое мнение, брат. Чеченцы участвовали рядом со своими братьями, азербайджанцами во время этих событий в войне. Так что у меня такое же мнение, как и у тебя, брат. Так. Du est grand. Или как это читается? Ва алейкум салам. Фатхи Воузаре Гонанзор. Воузар ишта гинни ишт Воузар саду куахин сата милош яш ишта инас сунс. Воузар сай войне чуах иш доку ешвари хасу. Да, векал воля. Так, тут уже зачистка пошла.
Анзор, что может заставить руководство России выдать тело нашего президента? На сегодняшний день ничего. Да, не могут это сделать, чтобы где-то как-то выделиться. Якобы они хорошие и так далее. Но сегодняшнее руководство этого не сделает. Поэтому будем ждать, будем ждать. Но самое главное, что этого человека, и как и других наших муджахидов, наших лидеров, не смогли сломить. Вот что самое главное, пройти свой путь достойно до конца, быть верным религии, своему народу, вот, идеи и своим братьям, которые окружали тебя, и не быть похожими на этих чудиков. Кайрат, с Мусой Ломаевым все хорошо. Брат, я не знаю, я давно не общался, не разговаривал с ним. Но буквально недавно, что ли, я видел там какую-то публикацию в Фейсбуке, но и я там особо и не сижу тоже. Времени не хватает. Ну, скоро, минут, наверное, через 15 тоже пойдем. Я сейчас засеку. Мне хотелось почитать вас после последнего материала, который я выложил. Но я вижу, что люди смотрят. Вот. И хотели узнать мое мнение насчет этого. Я про тот материал, который они выпустили на личном канале российской марионетки. Вот. Они думают, что им все дозволено. Что все дозволено. Когда как бы помягче это сказать, они должны знать, что есть сыновья тех отцов, которые ушли, отдали свои жизни. Вот. И все их попытки сломить, это ни к чему не приведет. Это вы сломлены, это вы сломались, это ваша участь, это ваша жизнь. Но я вам тоже не позволю поливать грязью там не то что моего отца, но наших амиров, наших самых достойных, самых лучших братьев и сестер, которые были убиты вашими хозяевами. Ичкерия Лайф Анзор, Чудик Швицен, Бакуа, Винвол, Игорь, клички Мильвер. И Хайахун. Я нашел в интернете только что его убили российские спецслужбы. Ну, ты спрашиваешь про того, о ком они говорили. Нет, Игорь его просто называли. Это был чеченец, Талхадов, Хизыр. Его действительно убили в Баку. Убили в Баку. И он когда-то был в охране президента. Нашего президента. Хусейн Мальсагу Анзор, возможен ли сегодня у ичкерийцев, как я не люблю вот это слово, идеологический компромисс с пророссийской властью Кадырова? Никаких компромиссов, никаких даже разговоров и контактов. И я
попрошу тех людей, у кого есть такие контакты, чтобы со мной не связывались, тем более не встречались и не хотели встречаться. Я не хочу иметь какие-либо контакты с этими людьми, которые поддерживают контакты с теми халуями. Вот. Никаких компромиссов. Никаких. Это марионетки, которые на самом деле из себя ничего не представляют. Если разбираться, то разбираться надо с стороной, которая развязала эту войну и навязала нам эту войну, и которая оккупировала нашу землю. Вот с ними надо разговаривать. С врагом, а не с халуями. Так, ну еще чуть-чуть посидим и пойдем. Анзор, Хусейн Мальсаев, Анзор, какие ошибки допустили, если допустили наши погибшие братья. Ошибки были всегда, во все время, в любой истории. И каждый человек, любой человек совершает ошибки. И они есть у тебя, Хусейн, они есть у меня, у всех у нас, и у наших лидеров. Да, были ошибки, были. И самое главное, я назову даже это смелостью, признавать эти ошибки и делать все, чтобы их больше не совершать. Вот что мы должны сегодня делать. Да, конечно, есть и в военном плане, и в плане становления чеченского государства и так далее и тому подобное. Вот именно, Тим Вольфберг, только ничего не делающий не делает ошибки. Вот именно. Если ты будешь сидеть вот так смирно, то ты их не совершишь. Я помню эти слова нашего лидера, нашего мира, Абдулгалима Садулаева, помилуйте его Аллах, когда он сказал, что вы же не будете разговаривать с собакой, а обратитесь к хозяину, если та начнет гавкать или кусать. Вот именно в точку. То есть мы не имеем права даже общаться с ними, считаться с ними, вообще договариваться с ними. То есть считать это какой-то стороной. Да, у них есть там средства, да, у них есть там войска есть, все остальное есть. Но это не сторона. Это марионетки халуи нашего врага.
Или от чего вы встали? Да, сейчас пойдем или же... Тим Вольфберг, ни Дудаев, ни Масхадов, ни Яндарбиев, ни Садулаев, ни один не разговаривал с дворнягами. Да, я знаю такие случаи, что эти марионетки пытались искать какие-то контакты. Контакты с нашими лидерами, узнать их мнение. И я потом еще вещи расскажу про Кадырова. Как он пытался найти контакт с Масхадовым, когда убили Кадырова-старшего. У меня есть свидетели. Вольф, Анзор, почему русское правительство взрывало своих русских, потом говорило, что это чеченцы. Ну, это знают все, чтобы обвинить в этом чеченцев и чтобы сказать, мы начнем войну против чеченцев. Вы помните тоже, как как его, Путин сказал, что теперь я воюю с ними, но если надо будет, я буду воевать с их Аллахом. Он сказал это дважды в 1999 году. Дважды. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Украинер Саламашев, Дейлер Саламашев, Allah Resul Savaş Yusuf Собору. Макс Невский. Добрый вечер. Как ты думаешь, была ли ошибкой выход воинов из окруженного Грозного без приказа на это Масхадова? Могли ли они тогда, будучи в окружении, удерживать Грозный? На этом канале, на канале Низам, я как раз-таки показывал мнение Масхадова, его недовольство с тем, что отряды, наши воины покинули Грозный. Да, это была ошибка. Это с его слов. Это не мои слова даже. Он как стратег, как военный знал, и у него были планы, оборона. Так, Макс Невский. Ну хорошо, поговорим насчет модератора. Угу. Он жесткий. Алхамдулилlah, все хорошо. Ну, сейчас через минуты две пойдем, а то уже я задерживаю вас тоже.
И вернусь к твоему вопросу, Макс Невский. Обязательно постарайся найти это видео на канале, посмотри. Там он говорит название «Выход из Грозного». У тебя тут тоже еще один вопрос. Могли ли они тогда, будучи в окружении, удерживать Грозным? Ну да, вот именно те, которые были в Грозном, я с ними общался, и мнение Масхадова было такое, что в Грозном было все. И продовольствие, и боеприпасы, и они могли удерживать Грозный до каких-то пор, конечно же. Ответьте, пожалуйста, как относитесь к обычным русским людям? Мы ко всем людям нормально относимся. Без разницы, какой он религии, какой национальности. И я лишь скажу и добавлю, что мне, вот искренне я скажу, что русский народ даже жалко, потому что они бы могли бы изменить ситуацию и у себя дома, и ситуацию вокруг этих конфликтов, войн, а то поддерживают, они же начинают эти войны, как бы говоря, что поддерживают российское население, народы России поддерживают их действия политиков, военных, но это же было неправдой. Поэтому мне их даже жалко. Их тоже взрывали, их тоже убивали, посылали вот это на войны, на разные непонятные войны для России. Сколько русских убито в Украине, например, по тупости каких-то политиков и генералов. Сколько погибло у нас в Ичкерии, в Грузии, там, в других местах. Зачем их туда посылать? Разбирайтесь и наводите у себя в порядок дома. Алана Алиева, Анзор, если бы на тот момент, когда вы были рядом с отцом, вы были бы постарше, может быть, может, было бы по-другому, имея в виду, вы бы могли что-то советовать отцу, исходя из ваших взглядов? Нет? Я не думаю, что и уверен, что мои советы там не нужны, например. Это был умный человек и в политике, и тем более военный. И все прекрасно знал. Его умная речь, его мысли, его видение, взгляды на будущее, планы. То есть этот человек не нуждался в этом. Так, ладно, еще 7 минут и пойдем. То мы задержались. Кавказ. Вопрос про Дагестан сами сказали исключать. Ну да, было такое. Но
Так. Эрбол, очень рад. Я тоже очень рад вас видеть всех. Мы не говорим про всех русских, я имею в виду, как бы осуждая, да. Я могу лишь вот так осуждать русских, что это огромная страна. Они бы, да, действительно могли бы что-то изменить у себя. Могли бы, если бы захотели. Валикум салам, Ваня, Ваня. Умар Адаев, Анзор, валикум салам. Почему не говоришь, как есть? Ведь Кадыров сделал засаду, когда Абдарханов перевозил его через Алирой. Да не было такого. Просто не было. Это выдуманная история, это неправда. Этого вообще не было. Ты знал, что вообще, что Кадыров фильтровал свою речь, когда был жив Абдарханов? А сейчас он строит, да, легко строить из себя героя, когда все убиты, отравлены, когда нет живых. Тогда, мол, якобы не могут опровергнуть ложь. Да, можем. Мы можем это сделать. И мы это делаем, и это сделаем. Мадиц, хумш дейла хир. Доцик мадиц. Мялцону герой, вагертерсону герой хрватс. Хрватс. Хоккал мабацар Ахмады Кадыровец халха. Ахмад кунагвар массан вузавы ша эллек чахадок ша мехчадавыды чахадок кунагвар. Чин халхар ца хибеша цахвякшлац. И он целил дур. Ду цабая эзер раскичун и ахуэттан и хамиошла. شادين خدو شادين هم مادات يدو وحروات وحرموات شادي هم شاد ديتك هنا آلي تاتسن. Алана Алиева, меня мучает один вопрос. Анзор, почему так долго шли к тому, чтобы открыть канал, долго не решались, либо хотели, чтобы были факты, которые вам пересылали, материалы, не хотели бы фильм снять? Ну, я уже снимаю эти фильмы, приходится. Да. Почему я не открывал канал? Ну, я всегда боялся камеры. Садиться перед камерой, разговаривать, да. Ну, люди, которые меня знают, да, я общительный, мне легко разговаривать на разные темы, но перед камерой все это как-то по-другому происходит. Может быть, поэтому и мне даже тяжело
говорить даже про своего отца, потому что это был такой человек, который не позволил бы, чтобы ему поставили памятники или там выставляли его портреты, называли какие-то там что-то, называли бы их именами. Нет, это были другие люди. А факты были всегда, и по сегодняшний день я их получаю. Джохар Дудаев: легко врать, когда нет живых участников тех событий. Когда нет участников. Почему есть участники? Остались. Люди живы. И я нахожу этих людей. И Аллах помогает, что у нас есть такая возможность опровергнуть их ложь. Да, они когда ты их опровергаешь, когда ты их критикуешь, они лезут там куда-то в твой личный ящик, да, у тебя прическа такая, у тебя там одежда такая, ну, я примеру говорю, то есть дергают там, опускаются до такого уровня, все одинаково, я не буду и поименно их перечислять, но опровергните фактами, без этих выдумок, без этих сказок, скажите, как есть. А я скажу, Кадыров нигде в войне не участвовал. Никто не видел, чтобы он где-то во время, скажем, Первой войны в каком-то бою был, в кого-то стрелял. Не было такого. А сейчас они там сидят и сказки рассказывают. Молодец. Аллаха митсацалайсу. Анзор, Хусейн Марсагов, Анзор, у тебя существует злость на жажду мести? Нет, у меня... Это не жажда мести, это такое чувство брезгливости. Понимаете, когда вот говорят об этих людях, когда делают из них какую-то сторону, как я сказал словами Джохара Дудаева, нашего первого президента, чувство брезгливости, больше ничего. Мои знакомые, друзья знают, когда вот называют рядом со мной их имена, какое у меня к ним отношение. Вот это чувство, и больше других чувств не будет. То, что мстить им, нет, я ни к чему никого не призываю. Пусть доживут. Вот до этого спроса, когда народ спросит. Когда будет этот суд. Да, иншаллах, Аллах спросит. Там ни деньги, ни Путин, никто не поможет. Тумсо выложил уникальные кадры с Хамбиевым. Цаун, Гучдяхан, Хаду, наверное, что-то показал новое. Да. Потому что они вот такие, да. Я сегодня как-то пытаюсь держать себя в руках, не называть их фамилии, тем более их вот это лично не трогать. У меня есть что говорить, что показать, но поэтому я их много раз предупреждал, говорил, соуц, макегве, маицвакюш, мавиц, срадамовиц, хечердамовиц, он хоймовиц, виш
Царь Олег умш мадиц. Тут эх мадол. Были такие предупреждения. То есть, коротко говоря, не трогайте героев чеченского народа. Так, ну что, пойдем. Делай свой масса нахуй. Ну, Ваня, да, я прочитал твой коммент. Действительно, это были чистые люди. Просто Джахар, от Джахара и все остальные, которые были рядом, которые погибли, наши братья, наши сестры, которые не жалели себя, отдали свои жизни. Это просто были самые лучшие, самые чистые из нас. Самые лучшие. И как можно что-то плохое сказать в их адрес? Кун хуайму бариш? Аллах азат фобул дөрсина. Из Ленобласти, да, доктор Ватсон. Спасибо, спасибо вам тоже. Ну что, еще раз спасибо большое. Авария свою. Мне было очень приятно с вами. Дел рейс вайн масса нахую. Спасибо. Ну, скоро встретимся. Поговорим, пообщаемся. Иншаллах. Я извиняюсь, если я сейчас начну отвечать на вопросы, то опять задержу и вас тоже. Пусть Аллах нас всех хранит. Еще раз спасибо. Умара, да, этого тоже не было. Врет он, неправда бодается. Аллах рейсхую. Салман, Кавказ. Спасибо, брат. Валикум салам. Хорошо, еще раз прощаюсь, последний раз уже. Аллах рейсхую, масана адикюэль. Спасибо за внимание. Завершаю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах рейсхую, масана.